В этом году река заставила поволноваться ленчан, а память о водной стихии, сметающей все на своем пути после разрушительного наводнения 2001 года, еще жива. Жители Ленского района всегда с волнением и тревогой следят за поднимающейся водой. В этом году отметки достигли критических. Были подтопления в районе дачного поселка, пострадал и речной порт. Но сегодня все трудности позади, и Ленский речной порт работает в полном объеме, принимая баржи круглосуточно. Но с чего все же начинается навигация? Со флота, спецтехники, кадров, комплектации, груза. Все это неотъемлемые звенья в процессе подготовки. За короткое северное лето Ленский речной порт должен переработать более 400 тысяч тонн груза, как для компании «Алроса», так и для сторонних контрагентов. Сегодня навигация идет уже больше месяца. Ленский речной порт в летний период – это живой механизм, в котором постоянно что-то крутится и вертится. И как в любом механизме, при отсутствии хоть одной детали встает вся работа, так и тут. Слаженный, правильно организованный производственный процесс позволяет своевременно принимать и отправлять адресатам поступивший груз. На сегодняшний день в основном идут груза в адрес компании «Алроса». Суда идут постоянно. Практически у нас сейчас с первого дня навигации простоев нет. Заняты все причалы. В начале навигации были некоторые сложности в связи с тем, что у нас ледоход был при больших уровнях воды, и у нас были нижняя причальная стенка, причал второго транзита был затопленный, там был лед, нагромождение льда. Все очистили, мы оттуда убрали. Подкрановые пути пришлось ремонтировать, потому что повреждены были льдом. На сегодняшний день, на текущий момент мы с этими задачами справились. Техника у нас вся запущена в эксплуатацию, причальные стенки работают. В принципе, полноценно уже приступили к работе, все причалы, все в работе. Разгружают баржи с металлопродуктами, селитрой, контейнерами. Ленский речной порт работает с самым разнообразным грузом. И для безаварийного выполнения разгрузки и погрузки необходимо владеть всеми профессиональными навыками. Неотъемлемым звеном в этом процессе становится стропольщик, крановщик и мастер. Последний контролирует все этапы. Моя обязанность – это следить за выгрузкой и погрузкой судна. Это имеется ПРР, выполнение правильности подобранного ГЗП. Мы смотреть за то, чтобы не случилось никаких чрезвычайных происшествий на данный момент на навигации. Это смотреть, чтобы стропились правильно груза. Сергей знает работу речного порта, что называется, с самых азов, потому что сам начинал трудиться в должности стропольщика. В 2021 году сюда пришел стропольщиком, а сейчас дальше момент работаю мастером. Чем привлекательно? Во-первых, на свежем воздухе разнообразный, например, груз приходит, чему-то новому учишься. Есть опытные коллеги, которые подсказывают, есть руководство, которое все время может что-то подсказать, где-то новому чему-то обучить. И все равно каждый год что-то новое для себя подчеркиваешь, изучаешь, понимаешь и пытаешься, как это правильно выразиться, повышаешь свои знания, свою квалификацию. На период навигации в Ленский речной порт принимают сезонных работников. В этом году штат пополнился на 100 человек. Пришло у нас много новеньких ребят, многие учились, обучались, проходили здесь практику, сейчас прошли стажировку с более опытными наставниками и в данный момент работают, ответственно подходят к своему профессиональному делу и выполняют свои тоже, опять же, должностные инструкции в полном объеме. В последние годы, как отметил начальник Ленского речного порта, наблюдается кадровый голод. Приходится привлекать людей из других регионов страны. Мы вынуждены заниматься привлечением из других регионов, в том числе и по программе вовлечения народов Севера в промышленность. Тоже в этом году приехали у нас с Якутска стропольщики, крановщики из других регионов приезжают тоже. Мы занимаемся подбором персонала. Более 100 человек на навигацию приходит у нас уже вторую навигацию. Они у нас стажировку, практику проходят, обучают те центры, которые должны это делать. Те люди, которые работали, конечно же, приезжают, и также из других регионов приезжают. На навигацию уже есть люди, которые больше 10 лет приезжают к нам работать. Но в процентном отношении где-то, наверное, 30% это те люди, которые уже
давно у нас работают, а 70% это, конечно, новенькие. Поэтому, я говорю, есть сложности вот именно с началом навигации, со скоростью, так скажем, с производительностью, потому что люди неопытные. Но все эти сложности устраняются на начальном этапе. Вновь пришедшие специалисты быстро втягиваются в интенсивный темп работы. К тому же расслабиться и уклониться от инструкций на таком опасном производстве невозможно. Мы контролируем процессы безопасности производства, причем не только здесь, на причальной стенке в речном порту. Это касается и стреловых самоходных кранов, и сосудов под давлением. Наша задача, чтобы производство и весь технологический процесс был безопасным. Что касается речного порта, я сама начинала работать крановщиком в первой половине 90-х годов. То есть я знаю весь этот процесс перегрузочный изнутри, так сказать, снизу. Поэтому это большое подспорье в том, что сейчас я уже как контролирующий орган вижу это с другой стороны. И знаю некоторые больные точки этого процесса. В последние годы в связи с санкциями во многих компаниях остро встал вопрос по импортозамещению оборудования. Все краны, не в основном, а все краны отечественного производства. Единственное, что на новых типах кранов, которые у нас на верхней причальной стенке, это типа аисты, у них есть оборудование, контейнера, электроконтейнеры, там у них импортное оборудование установлено, программное обеспечение, привода, то есть там есть нюансы с этим, но вот в данный момент у нас вся техника работает, проблем с запчастями нету. Были некоторые сложности вот в зимний период, в части подготовки, именно логистика доставки с-за рубежа этих запчастей. Ну, по крайней мере, на сегодняшний день мы с этой задачей справились. Запас у нас есть, поэтому надеемся, что мы отработаем навигацию без сбоев. Основным заказчиком для речпорта продолжает оставаться акционерная компания «Алроса». Большая часть из запланированных грузов поступает в ее адрес. В Ленске все материально-товарные ценности, направленные алмаздобывающему предприятию, принимает и хранит на своих базах Ленское отделение управления материально-техническим снабжением акционерной компании «Алроса». Навигационный режим на сегодняшний день в самой, скажем, активной фазе. Навигация у нас началась 17 мая. Товарно-материальных ценностей в Усть-Кутском отделении у наших коллег, скажем, было в достаточном объеме, порядка 17-18 тысяч тонн. Ну и вот эту всю массу, скажем, основную на начало навигации мы уже, конечно, у себя приняли. По работе с нашими смежниками, коллегами, это «Алроса Лена» в первую очередь, «Алмаздортранс», речной порт. Думаю, все у нас коммуницировано, как и в прошлых годах. В общей сложности в этом году снабженцы должны принять порядка 200 тысяч тонн груза. Порядка 160 с лишним тысяч тонн – это технический груз, и светлых нефтепродуктов 172 тысячи тонн. Поэтому я говорю, что цифры, они достаточно, скажем, интенсивные. В том году мы ощутили их на себе, потому что у нас, если посмотреть по годам, 22 год был подъем, вот сейчас 23 на уровне, мы вышли на показатели 2017 года, то есть это достаточно интенсивные объемы. Большие объемы по массовым грузам, селитра аммиачный порядка 40 с лишним тысяч тонн, клинкер навалом тоже большой объем 60 тысяч тонн, цементы строительные, все это, конечно, мы будем стараться оперативно обрабатывать, оприходовать, ну и заявлять отгрузку нашим потребителям по всем направлениям. А в основном это северные направления. Груз уходит на фабрики и карьеры. Какой-то хранится на базах в Ленске, а какой-то сразу отправляется на производственные объекты. Из приоритетных вещей в этом году, скажем, акционер компания подсвечивает те или иные направления в деятельности горнодобывающих предприятий. И мы, конечно, делаем акцент на оперативную отправку. Вот, стараемся очень срочные, скажем так, материалы перемещать, конечно, с Ленского речного порта, что требует основное производство, чтобы не было простоев. Ну и это разная абсолютно номенклатура возникает. Вот из последнего, что с коллегами с Накинским отделением сейчас согласованно выполняем, и с нашими коллегами ДТ, это перевозка тех материалов, которые не успели поступить по зимнику на Накин. За долгие годы совместной работы и взаимодействия между такими предприятиями, как Управление материально-техническим снабжением акционерной компании «Алроса», судоходной компании «Алроса Лена» и «Алмаздортранс», в состав которого входит речпорт и автобаза, отлажено и работа идет бесперебойно. Флот «Алроса Лена» поставляет груз из Усть-Кута в Ленск, Ленский речной порт
перерабатывает его, а автобаза поставляет машины под погрузку в Ричпорт и доставку на производственные объекты материально-товарных ценностей, а также спецтехнику для разгрузки на базах хранения ОМТС. Краны мы получаем с автобазы по заявкам. Мы, например, видим, есть ли судно, нет судна, какая отгрузка предстоит. Производим отгрузку по направлениям груза. Ну и приемка груза с баржи. Все это происходит параллельно по мере поступления барж. Всего в Ленском отделении управления материально-техническим снабжением 3 базы хранения. Центральная, где размещается разный технический груз, как открытого, так и закрытого хранения. Товарный комплекс номер 5, где хранится аммиачная селитра, и товарный комплекс номер 6, где на открытом хранении находится металлопродукция, цемент и другой габаритный груз. Работа организована в круглосуточном режиме в 2 смены. На что было обращено внимание нашему руководству, конечно, на состав Ленского отделения. Мы проработали вопрос по численности, дополнительные, постоянные, как по складским работникам, так и по докерам-механизаторам. Ну и сезонность у нас тоже остается, то есть штат, скажем, на 90% закомплектован. Вот сейчас последние, то есть там 2-3 единицы по приемоздатчикам идет добор. Ну а что еще надо для качественной работы? Хорошо укомплектованный штат, отлаженная схема взаимодействия со смежными предприятиями и, конечно, благосклонность природных факторов, таких как достаточный уровень воды в Лене, минимальное количество осадков и отсутствие пожаров, так как задымленность в последние годы самый опасный фактор, замедляющий процесс работы в навигацию. Об этом не понаслышке знает капитан теплохода Михаил Латко. Есть сложности, большие уровни сложности, маленькие уровни сложности. Ну, а в период навигации там дым, туманы, много факторов, которые влияют на продвижение безопасное. Во-первых, в первую очередь безопасность, а уж потом все остальное. В этом году пришли с компанией судов первые, привезли груз 1600 тонн для компании «Сухогруз». Для Сергея это 25-я навигация в судоходной компании «Алроса Лена», 34-я в должности капитана и 44-я за весь его профессиональный путь. А помогает ему во всем супруга, которая вместе с ним ходит в рейсы вот уже 21 год. Она работает на теплоходе поваром. И как никто другой знает о заслугах и подвигах своего мужа. Начинал Сергей с рулевого моториста. Сегодня же подготавливает новую смену. Допустим, они после 8 класса уезжают из дома, и вот 4 года учатся в лицее, без папки, без мамки. И приходят такие вот рыхлые, а после навигации самостоятельно рулят. Я уже знаю, кто сидит на вахте, а осенью темнеет быстро, сложности особые, и обстановки порой не горят. И здесь я знаю, что здесь работает достойная смена, которую сделал Сергей Ильич за 6 месяцев. Ему вообще цены нету. Таких капитанов мало. Это орлы. Орлы на Лене. Их мало. Именно Сергей Добрынин открыл эту навигацию 2023 года и получил символический ключ. Такой в его копилке уже 4-й. Гостеприимные, но скромные хозяева с удовольствием провели экскурсию по своему второму дому – кораблю. А Любовь Добрынина поделилась своими впечатлениями о жизни речников. Мы идем и со льдом, и закрываем навигацию. Этот капитан, наш теплоход, обычно открывает навигацию, закрывает. И потемнение, и осадки огромные, и шквальный ветер. В общем, в зоне риска мы находимся. Я не скажу, что вам 6 месяцев, но вот эти периоды, они присутствуют. И первое время я была моложе, я не могла это принять, и я волновалась сильно. Это уважаемый капитан, его все поленья. Меня тоже все знают, потому что я стрепуха. Именно с таких людей, самоотверженных, честных, ответственных, начинается любой производственный процесс в любой организации и предприятии. Ведь для слаженной и профессиональной работы мало инструкций, хорошо подготовленной техники, скоординированного взаимодействия всех структур. Главное в любом деле – это люди. Их неравнодушное отношение к труду и к выполнению своих обязанностей. На таких людях, которые, что называется, горят на своей работе, и держатся великие и малые компании.